Сегодня у нас с вами первое заседание в 2018 году. Январское заседание 2018 года посвящено столетним событиям, которые происходили тоже в январе, 100 лет тому назад, в 1918 году. Тема наша сегодняшняя называется, я его назвал таким образом, «Общий Чувашский съезд в январе 1918 года на гребне вызова истории, двоеточие, задача, ход действия, историческое значение». Сначала я зачитаю, как обычно, маленькое выступление, а потом уже начну более свободную форму излагать. А потом уже в конце, думаю, некоторые детали обсудим. Итак, 100 лет тому назад, 12 января, 1 февраля 1918 года по старому стилю, состоялась работа Всероссийского Чувашского военного съезда в городе Казань. Это было в своем роде уникальное событие в чувашской истории, которое практически неосмысленно и в должной мере не оценено потомками. То есть у нас это очень значимое событие. К примеру, показать то, что не оценено, к примеру, показателем является то, что сейчас в республике не проходит никаких памятных мероприятий по этому поводу. В чем ценность именно этого съезда? На нем впервые и, пожалуй, в единственный раз Общий Чувашский съезд уверенно и основательно огласил на всероссийском уровне, огласил свои истинные чаяния уже и еще не завуалированной крепостнической и прочей угодливой риторикой. Можно сказать, именно этот съезд плодотворно и свободно подводил итоги общественно-экономического, политического и культурного развития чувашского народа за время его нахождения в составе царской России. То есть до 18 года еще говорить свободно было невозможно. Да? Ну, до революции февральской это понятно, но и после февральской революции еще там много смотрели на то, что скажет Всероссийское учредительное собрание, и поэтому открыто не выступали. А когда учредительное собрание в январе 2018 года было распущено, то теперь они уже могли высказывать то, что сами уже того хотели. А вот после на чувашском национальном движении на горло надавила новая советская власть. Это уже весной и летом 2018 года. После чувашским людям пришлось изгибаться и двурушничать. Такую фразу я подцепил еще, когда работал в архиве, когда изучал уголовные дела. То есть работать и на чувашское дело, и на советскую власть. Да? Но в данном случае я это без негативной такой коннотации, имею в виду двурушничать тогда. Вот, и поэтому, когда вот 20-30-е годы и последующие десятилетия сложно разбирать, где же он выступает за общие коммунистические и советские идеалы, а когда за чувашские. И приходится прямо, знаете, прямо со скальпелем разбирать такие вещи. Со своей стороны я характеризую этот съезд как многовековой глас народа, наиболее в чистом чувашском виде. То есть он саккумулировал в себе энергию многих веков, когда они смогли открыто заявить о своих интересах. Для того, чтобы понять смысл чувашского движения в начале 20 века, рекомендую начинать изучение именно с этих материалов. С помощью них становятся понятны многие риторические загогулины чувашских лидеров и деятелей последующих времен. Но я уже пояснил свою мысль, что я хотел этим сказать. В советское время деятельность Всероссийского Чувашского военного съезда января 2018 года замалчивалась на основании того, что она носила по определению того времени антисоветский и белогвардейский характер. Сейчас я не буду разбирать по этому поводу, я как-то раньше выступал, рассказывал. Сразу могу сказать, почему антисоветский, потому что советскую власть хоть и поддерживали, но в сотрудничестве, во-первых, с советской властью, и также выступали за сохранение земских учреждений. То есть это не в чистом виде советская власть. И советские историки прекрасно это понимали и называли своим словом, что там он фактически был по своей сути антисоветский. Почему белогвардейский? Ну, белогвардейцам там все, что против советской власти, называли белогвардейцем, это, конечно, не совсем верно. Поэтому я вот себе, например, текст сказал белогвардейский в кавычках. Но, тем не менее, в работах в советский период, в частности Петрова, там есть такое, то, что он носил белогвардейский характер. Это в советское время. В годы перестройки на результаты съезда был навешен ярлык неполноценности. То есть к нему тоже серьезно не отнеслись наши историки перестроечного времени. Так как якобы, вот цитаты взяты из этой книги по тому времени, в которой написано, что почему съезд был неполноценный. Вот цитата. В него попали люди с очень разными политическими взглядами и ограниченным христианским мировоззрением, не способным мыслить в общенациональном масштабе. Конец цитаты. Вот сегодня
я поднимаю очередной вопрос, так ли это? Так получилось, что волей судьбы историей чувашского национального движения я стал заниматься именно с протоколов этого съезда. 13 лет назад я обладал незначительным объемом знаний по истории чувашского народа. Находился в плену слащавых и малодушных стереотипов о темноте и забитости чувашского народа вплоть до наступления советской власти. Когда с большим трудом прочел эти материалы, то был просто поражен богатством и многообразием этих материалов, которые в то время мое сознание на тот момент не могло осилить. Скажу честно, что далеко не понимаю все и сейчас. Каждый раз, возвращаясь к этим материалам, нахожу новые грани малоизвестной истории, как для самих чувашей, так и, конечно, и для России и мира в целом. Кстати, приведенная цитата историки эпохи перестройки Арсения Васильевича Изокина об ограниченном и неспособном крестьянском мировоззрении чувашей фактически спровоцировало у меня желание рассказать правду о наших предках. Ну, помните, я говорил, уже 13 лет назад я начал работать в историческом архиве, Центральном государственном историческом архиве, и так получилось, что попал на эти документы. Я их много читал, изучал, пытался понять вообще, о чем там идет речь, потому что настолько все интересно. И когда я решил посмотреть, что написано в исторической литературе, собственно говоря, практически ничего не написано было, только вот такая вот итоговая фраза, что съезд был неработоспособный из-за крестьянского ограниченного мировоззрения. И вот эта фраза, наверное, меня фактически спровоцировала у меня желание рассказать правду о наших предках. Архивная правда, которая, обращаю на это особое внимание, очень многочисленна, то есть буквально в 300 метрах отсюда у нас есть богатейший по этому поводу материал, в государственном исторических архиве находится, и хорошо задокументировано. У нас есть такой стереотип еще тоже, что у нас очень много документов не сохранилось. Много не сохранилось, но есть очень такие пласты, которые хорошо. Чуваши народ аккуратный, дело производства знает, и поэтому многие вещи аккуратно сохранялись, то есть протоколы в нескольких экземплярах, и в рукописном, стенографическом, и в печатном они есть. Очень это многочисленный, большой, интересный. Просто вот этот материал старательно искажали в советское время. А в постсоветское время эти материалы не поняли. То есть почему я думаю, что не то, что какой-то злой умысел, почему это от народа их там скрывали, потому что скорее их просто настолько был многообразен, что его просто не поняли, а потому игнорировали. По-видимому, люди так привыкли к кривому зеркалу, которое у нас появилось за советское время, ну и тоже и в перестроечное, что прямое отражение кажется чем-то фантастическим. Но еще раз повторяю, документы есть. В очередной раз публично напоминаю, что не издание протоколов съезда – это преступление против исторической памяти как чувашского народа, так и народа Поволжья и России, так как они являются ценнейшим источником и украшением отечественной истории, то есть нашей российской истории. А то мы всегда с большим интересом читаем про украинские события, Финляндия, немножко там мусульман вспоминаем, а вот этот богатейший, вот этот такой материал, который проливает очень большой свет на многие события, как и по Волжье, так и в России, у нас вообще просто их нет. Поэтому необходимо эти материалы издать в хорошем виде, то есть протокол съезда. Марийцы издали давно свои, татары издают, правда у татар там, как же у них протокол-то особо не сохранился тоже у них, не только газетные публикации, но они это издают. А у нас они в чистом виде, в стенографическом виде имеются, но почему-то, не знаю, я когда читал, это интереснейший материал, это как исторический детектив с элементами триллера. Большое впечатление получаешь, даже когда уже знаешь уже все это, перечитываешь, просто поражаешься. И это должно быть достоянием народа, а не отдельных специалистов, которые, к сожалению, оттуда фразы только используют, да и то передергивают. Тому назад понять мне было очень сложно, но я старался. По сути, вся моя научно-историческая деятельность, это сейчас маленькое лирическое вступление, конечно, про себя, я потом перейду уже конкретно к материалам, но тоже нужно, я думаю, сказать. По сути, вся моя научно-историческая деятельность связана с попыткой полного осознания этого феноменального явления, как вот этот съезд января 2018 года. Для этого мне пришлось детально переосмыслить историю чувашей, начиная с Волжской Болгарии и вплоть до наших дней.
Ну, я уже об этом тоже много раз говорил, там, да, то, чтобы понять вообще, что там написано, чего хотели, что там завуалировано. Нет, там ничего не завуалировано, там все прямо написано, но просто нам сейчас это уже непонятно. Приходилось перебирать все, начиная опускаться и в начало 20 века, и в 19 век, и в 18, и Казанское царство, и Волжская Болгария. И вплоть до наших дней тоже, чтобы понять, потому что преемственность всего это есть. Более того, пытался заглянуть в будущее. И все это у меня появилось на виртуальном диалоге с материалами военного съезда, с которыми имею удовольствие познакомить сегодня и вас. Чтобы в полной мере вас ознакомить с основными аспектами работы съезда, мне нужно не менее 5-6 полноценных лекций на эту тему. Уж очень там большой объем вопросов поднят, и многие из них требуют расширенного пояснения. Я это сейчас по понятным причинам сделать не могу. Так что сегодня будут озвучены только отдельные фрагменты работы и анализа результатов съезда. Некоторые из них уже звучали на моих предыдущих лекциях, например, вопрос о ложном штате, взаимоотношения с новой советской властью, о выработке национальной силы чувашского народа. Сегодня постараюсь сосредоточить внимание на вопросы, которые мною либо не затрагивались, либо были недостаточно раскрыты. Честно говоря, когда я планировал все это сделать, думал, у меня, что больше получится, но как-то вот скомканно проходили мы последние дни, и тоже готовился, все-таки у меня, наверное, не получилось найти такие хороших, понятных, коротких фраз, чтобы вот создать всю эту эпическую картину. Поэтому все-таки я буду говорить фрагментами, отрывками. Но вот надеюсь, что мы поймем. Так, сначала о титульном листе нашей презентации. Вот я уже сегодня говорил, к сожалению, фотография делегатов Чувашского военного съезда в январе 2018 года не сохранилась, хотя по документам есть упоминание о том, что они выходили фотографироваться. Почему не сохранилось? Ну, наверное, потому что многие вещи уничтожали. Причем тогда же. Потому что уже буквально в феврале, в марте этот съезд уже считался уже антисоветским, а это было небезопасно для самих уже бывших депутатов. Вот я потом буду тоже говорить, что уже тогда уже начали править протоколы, исправлять. А 3 протокола с важными вопросами, их просто-напросто ударили, причем тогда же. И кто это, скорее всего, сделал? Сам же председатель этого съезда Дмитрий Петров-Юман. Потому что уже с точки зрения советской власти там был уже материалы криминогенного характера в отношении советской власти. Эта фотография, я ее часто использую, мне она очень нравится, когда говорят у нас о темных и забитых чувашах столетней давности, то я говорю, я не знаю, у кого-то может быть таким, но вот мой пансион наших чувашских деятелей, они мне таких не напоминают, что они темные, забитые, светлые, хорошие лица. Это Никольский сидит, Александр Краснов, Иван Васильев, Ковалевский, Степан Михайлов, это музыкант, Алюнов и многие другие можно увидеть. Фотография это примерно с тех же времен, почему я ее использую. Она сделана в мае 2018 года на съезде учителей, который тоже проходил на Всероссийском съезде учителей в мае 2018 года, который проходил тоже в Казани. Дальше. Итак, что сегодня у меня планируется? Итак, сегодня у меня будут рассмотрены следующие вопросы. Во-первых, дано краткое описание целей и задач съезда, ход действия и его результаты. Также будет дан историко-сравнительный анализ общечувашского съезда с аналогичными съездами народов Поволжья и бывшей Российской империи в целом. Честно говоря, это прям очень большая тема. Нужно прям, у меня потому что есть протоколы, сборник сделал в свое время всех национальных съездов, которые проходили в 1917 году по всей бывшей Российской империи. От Финляндии, Польши, Кавказ, Бурятия, все там есть. И можно проводить замечательный историко-сравнительный анализ. Да? Но сейчас это тоже не могу, но вкратце пробегусь. Третью большую задачу ставлю. Описать влияние общечувашского съезда на региональную и общероссийскую национальную политику как в 1918 году, так и в последующие годы. Тоже большой вопрос. Но сегодня более мелкие, честно говоря, хочу больше внимания уделить, которые я их еще раньше не озвучивал. Это такой вопрос. Меня всегда очень интриговал, конечно, там очень мало написано, но подумать об этом стоит. Вопрос о посылке чувашских делегатов на мирные переговоры в Брест-Литовске, а тогда в январе 2018 года, помните, Лев Троцкий проводил переговоры
с представителем Германии о заключении перемирия. И на съезде чувашском обсуждался вопрос, поднимался вопрос о том, что, возможно, наш чувашский делегат будет посылать. Следующий вопрос, который я хотел бы тоже сегодня поподробнее озвучить, это скрываемый в советское время проект резолюции Общечувашского съезда о текущем моменте и ее отношении к советской власти. Хочу ее зачитать полностью. Эта резолюция, она принята не была, это только проект не существует. И почему я говорю, что она скрывалась? Потому что упоминание об этой резолюции, о проекте в протоколах есть, но самого этого проекта она нигде не озвучена. А где, скорее всего, либо 22 января, либо 25 января ее обсуждали, и эти протоколы отсутствуют. Они просто их нету. То есть там идет протокол номер 23, нет, 24, потом, как же это самое, 26 следующий идет. Просто их удалили. Но проект этой резолюции сохранился в другом фонде, не Чувашского отдела при Наркомнадзоре 499 фонда, а в фонде Казанского-Чувашского военно-окружного комитета, это фонд номер 501. И вот он среди других документов случайно там у нас имеется. Я сегодня даже фотографию вам покажу. Надеюсь, получится у меня немножко сегодня тоже большой вопрос, конечно. Я об этом тоже говорил. Немножко я буду затрагивать стратегии и тактика делегатов съезда в отношении инициаторов территориальных преобразований по вашему регионе. Там выделяю 4 инициатора преобразований. Это первый, это, конечно, чувашский, то есть чего они сами хотели. Потом Совнарком РСФСР, Ленин и Сталин, чего планировали на этой территории. Отдельный проект был казанских большевиков Казанского губернского, это Совдепа, это Шейхман, Грасис. И мусульманские проекты. Это Идель-Урал, их там тоже, об этом тоже много говорили. То есть здесь в начале 2018 года столкнулся фактически 4 мощные позиции. И как вот постараюсь, если сегодня у нас получится, времени хватит, немножко вкратце описать, как они лавировали в таких вот вопросах. Вот я еще 4-й указал такой вопрос, как о мобилизации чувашской интеллигентной силы и переселенческих вопросов. Но я точно не буду сегодня его подробно объяснять, цитировать документы, но вкратце тоже о нем скажу. Вот. Ну что, теперь давайте, я теперь свою письменную часть закончил, теперь я уже буду так рассказывать. Итак, сначала обзор работы съезда. Вообще, что за съезд такой происходил? Сначала, во-первых, почему он называется военным, а я его называю общечувашским. В течение 2017 года состоялось 2 общечувашских съезда, общенациональных съезда, которые имели принципиальное значение. Я сейчас не беру туда съезд мелких народов с Поволжья, потому что это был совместный съезд с другими народами, это в мае 2017 года, тоже о нем рассказывал. А первый общенациональный съезд, который именно чувашские темы обсуждал, это был в июне 2017 года в городе Симбирск. Много об этом говорили, резолюция, пожелания, его сохранились. Протокол, кстати, тоже опять его не сохранился. Дальше в сентябре был общечувашский съезд. Про него практически вообще ничего сведений нет. Не буду на нем останавливаться. Почему я называю первый всероссийский чувашский военный съезд в Казани общечувашским? По 2 причинам. Во-первых, я заметил такую тенденцию, что начиная с 2017 года и кончая вплоть до 2021 года, что небольшой значимый общечувашский проект съезд, его всегда называли первый. Этим они всегда хотели подчеркивать, что мы отличаемся от прошлого. Поэтому и первый всероссийский чувашский съезд, а хотя он является по сути продолжением Симбирского съезда 2017 года по своей сути. Это и первый рабочий крестьянский съезд в июне 2018 года. То есть они как бы пытались уже отделить, мы не с этими белогвардейцами и не с теми эсерами, которые там были уже в 2017 году, или кадетами там, да. Потом посмотрите, там еще, по-моему, в 2019 году, да, в 2019, первый съезд всероссийских деятелей просвещения, опять первый деятель, хотя вопросы те же самые обсуждают. В феврале 2020 года это первый съезд коммунистических, это чувашек-коммунистов,
То есть, что не общечувашский съезд, он все первый. Всегда пытались отделиться. Такая, немножко такая тактическая, скажем так, уловка дипломатическая. Как бы не брать на себя политическую ответственность за предыдущие. Поэтому я говорю, хочу сказать, что вот этот первый всероссийский чувашский военный съезд, он являлся логическим продолжением прежних чувашских съездов 2017 года, которых уже было 2 к этому времени состоялось. Почему я еще называю, убираю все-таки, стараюсь опустить слово военный съезд? Потому что сначала, да, он планировался как чисто военный съезд. То есть изначально планировалось, что в декабре 2017 года прошел военный съезд Казанского военного округа, куда 11 губерний входило, это большой съезд. И в январе они планировали провести уже всероссийские, чтобы это приглашали из Термеза, с Туркестана, с Гельсингфорса, это с Финляндии, с фронтов, то есть съехали со всей страны. Они планировали обсуждать чисто свои военные вопросы, то есть по организации чувашской работы среди чувашей военнослужащих. Но съезд сразу же вышел за рамки поставленной задачи, которая изначально планировалась. В то время параллельно этому съезду проходил съезд чувашских учителей. В то же время же проходил. Но он не получил поддержки у советской власти, и поэтому о нем тоже у нас мало чего известно. И фактически вот эти деятели вот этого съезда учителей, они инкорпорировались в этот военный съезд. Причем это я сейчас говорю не просто, что это так получилось. Это произошло вполне официально. На первых организационных съездах, то есть когда уже 10 января собрались и сказали, что здесь будут выступать с правом решающего голоса, будут участвовать не только чуваши военнослужащие, но и другие чувашские организации. То есть 3 решающих голоса, то есть 3, есть, знаете, разница между решающим и совещательным. Да? То есть 3 совещательных решающих голоса получало Чувашское национальное общество. Это уже на первом заседании это было решено. Дальше 2 решающих голоса получала редакция газеты «Хабар». Она тоже считалась ведущей национальной организацией. 2 решающих голоса получал Союз чувашских учителей. Да, то есть так, а вот это то, что я перечислил, это 3 организации, и вместе с Казанским чувашским военным окружным комитете, они в то время считали, что они являются основными 4 главными национальными организациями того времени. То есть представительность всех организаций была представлена. В ближайший день появился и Чувашская автономная партия социалистов-революционеров. Представлял ее Дмитрий Петров-Лиман. То есть он, когда на своем приветственном, на первом дне, он выступал, уже представлял Чувашскую организацию партии СССР. То есть там еще была и партия СССР. Поэтому, еще раз повторяю, это был не чисто военный съезд, он решал не только военные вопросы, он решал весь необходимый спектр основных общенациональных задач. И поэтому можно уверенно называть его очередным общечувашским съездом по счету 3-м. В 2 словах, чисто организационные моменты. Этот съезд организовал Казанский чувашский военно-окружной комитет, руководил которым Иван Лукьянов. И большую организационную работу проводил, это тоже председатель Казанского гарнизонного военного комитета, Чувашского военного гарнизонного комитета, это Александр Краснов. То есть они это провели. И что интересно, 12 января, когда на утреннее заседание было объявлено, следующий протокол номер 2 уже отсутствует. То есть он уже в материалах, он уже отсутствует. Но именно на вечернем заседании 12 января принимали решение о том, кто будет руководить съездом, кто будет председателем съезда. Предполагал, что, конечно, будет Лукьянов, Иван Лукьянов, председатель военно-окружного комитета. Но каким-то образом, я не могу сказать, каким образом стал Дмитрий Петров-Лиман, Чувашский СССР, который это военно-окружному комитету отношения не имел. То есть, смотрите, он уже вышел за рамки. Да? Проходил он до 1 февраля 2018 года по старому стилю, то есть до 14 февраля по новому стилю. Да? Работал очень плодотворно,
То есть количество протоколов очень большое. Заседали с утра и до позднего вечера, с 10 и до 10 вечера, с 10 утра до 10 вечера, а некоторые заканчивались в 12 часов ночи. По 2 заседания в день. Объем поднятых вопросов очень, скажем так, был большой. Мне сложно говорить, ну и некорректно говорить сейчас, сравнивать, например, с другими, но когда я читал материалы «Известия мусульманского шуро», то есть в то же время проходил второй Всероссийский муссульманский съезд, военный съезд. Как сейчас? Пишем. Продолжаем. Продолжаем. То есть, если, например, сравнить с протоколами мусульманского съезда, то я не могу сказать точно, как они проходили, но количество вопросов там на порядок меньше, обсуждаемых вопросов было, но он действительно чисто военный, потому что там у них там отдельно еще духовные, мусульманские съезды не военные проходили. И проходили, как правило, с 10 до 2 часов до обеда. Все. А чувашские с чувашской упорностью, настойчивостью, огромный спектр вопросов, начиная как организация создания, ну чисто военных, там, организация работы среди чувашев военнослужащих, создание чувашского воинских подразделений, своих национализированных, решение общегосударственных задач по созданию Волжско-Уральского штата. Дальше потом, это сейчас я по памяти вспоминаю, там их гораздо больше. В своей монографии последней, я там по последовательности там это расписываю. Очень интересный вопрос по реорганизации, вдумайтесь, чем они занимались в то время, по реорганизации, военный съезд, реорганизации Казанского учебного округа. Тоже он включал 11 губерний. И Иван Лукьянов написал проект о том, что на каком принципе должно быть реорганизовано Казанский учебный округ. То есть школьное дело народного образования в размер на 11 губерний. Это Иван Лукьянов такой писал проект. Вот они чем занимались в то время, да, то есть вот такой интересный момент. Земледелие, кооперация, лесоводство, церковные вопросы, издание книг, национальные символы. Еще много чего не сказал, в книгах у меня там немножко про это есть. И надеюсь, что когда все-таки это видите. Работало несколько комиссий, женские вопросы, рабочие вопросы, еще вспомню. Женский, да, вопрос там тоже по женскому вопросу там это были там и выступления. По организационному моменту вот, интересно, что встретить. Давайте сейчас я вот такую картинку покажу, чисто такую девическую, когда я готовил презентацию. Это старая картинка, это Казань, Казанский Кремль. Казанский Кремль. Так вот, работа съезда началась с молебна в Казанском Кремле, в Казанском кафедральном соборе. В Казанском Кремле все были. Казанский кафедральный собор у нас мы знаем, да, который тоже рядом находится. Это центральный собор. По сообщению этих пар известно, что там присутствовало порядка 200 человек чувашей на этом молебне. Молебен проводил известный деятель, тогда священник еще Михаил Петров Тенихпи. Потом Михаил, тоже был такой интересный священник. 4 священника там проводили свой молебен на чувашском языке. То есть начался работа съезда. Интерьер, это современный интерьер этого Благовещенского кафедрального собора в Казанском Кремле. Потом перешли уже в помещение, где проходил непосредственно сам съезд. Сам съезд, тоже обращаю внимание, проходил в Казанском Кремле. Немало интересный факт, потому что, насколько известно, единственный национальный съезд, который в то время проходил, то есть это проходил в Казанском Кремле, то есть центральное место там, да, то есть съезд Марии в феврале проходил, не буду врать, в каком месте сейчас не подготовился, но где-то записано в другом месте. Мусульманские они проходили в Татарской Слободе, это в забулачной части это города Казани, а чувашский он проходил непосредственно в самом Кремле. Вот, может, кто помнит, это здание, тоже в Казанском Кремле, то есть оно центральное, то есть если посмотреть, то уже это Казанский Кремль, вход у нас, когда у нас улица Баумана идет, да, то есть вот идет центральная улица, вот как раз Благовещенский собор, вот здесь находится, здесь башня Сюмбике, и вот когда идешь там, да, вот есть вот с правой стороны вот это двухэтажное здание,
Да. То есть это здание, это бывший казанский губернский присутственник. Он так назывался официально. То есть представитель из губернии. Еще в декабре 2017 года, я не знаю каким образом, по какому блату, но Казанский Чувашский военно-окружной комитет в этом здании получил в свое распоряжение 10 комнат и столовую. Да, то есть это говорит о том, что с руководством Казанского совета договариваться умели. Это, кстати говоря, во многом это говорят, что благодаря деятельности Александра Краснова, который принимал участие в октябрьских событиях по установлению советской власти. И вот в этих помещениях, в 10 комнатах, я не знаю, там я сейчас не был внутри, это много или мало, но я думаю, что это немало. Для военного окружного комитета Чувашского 10 комнат в центре Казанского Кремля. Нет, это не на Баум, это Казанский Кремль. Да. Кстати, потом, когда был создан первый Чувашский стрелковый полк на базе 240-го пехотного полка, он располагался вплоть до своего распуска тоже в Казанском Кремле. То есть располагался в Казанском Кремле, что интересный момент. То есть это говорило о доверии хороших. Вот тоже вопрос, как чувашские деятели могли выстраивать доверительные отношения с мусульманами, потому что они хорошие были отношения. Мусульмане. Ильяс Алкин там присутствовал, приветствовал чувашей на этом съезде. Так и с Казанским советом, который с мусульманами были в плохих отношениях. Знаете, там до боевых действий доходило потом, да? Потом, когда они насильственно уже разоружали мусульманские части, и их там двигалось. То есть, значит, съезд проходил в этом здании. Не могу сказать, внутри не был, там есть, наверное, какая-нибудь там аудитория, там, по крайней мере, несколько сотен человек должно было в нее вместиться. Открытие съезда проходило, вот тоже интересный факт. Посмотрите, начали с молебна на чувашском языке. Открытие съезда проходил с оркестром, который в начале работы съезда сыграл Марсельезу. Это, некоторые могут сказать, что такая, знаете, эклектичность, такое синкретическое, такое невосприимчивость, но это, с другой стороны, и гибкость. Смотрите, то есть они начинают из молебнов христианских и с революционных гимнов. Потом дальше хор учеников, помните, там это было, там Тихон Алексеев приготовил хор учеников, они там играли, они исполняли, трикратно пропели, как это, типа по-церковному, это трикратно поют же, получше. Да, именно чувашской нации. А представительницы, кто присутствовал по составу участников, сложно судить. Мандатные документы не сохранились, я, по крайней мере, их не видел. В самые горячие периоды, когда уже большая часть делегатов, какая-то значительная часть уже съехала по определенным причинам, по числу голосов, решающих голосов, было известно, что это было порядка 50 человек. Это в самое горячее время, когда уже многие отъехали. То есть в начале наверняка было гораздо больше по представительству. В ходе работы Чувашского военного съезда приветствовали и другие организации национальные. Мусульмане, то есть на открытии было 4 мусульманских представителя, в частности Ильяс Алкин, это председатель мусульманского военного съезда того времени. То есть там есть его слова, где он там это горячо присутствует, это поддерживает и рассчитывает на поддержку, на взаимное сотрудничество. То есть в первые же дни они там выступали. В первые дни же от Казанского губернского совета выступал Иван Морозов, тоже с приветствием, тоже. А еще раз напоминаю, что тогда Казанский совет и мусульманские военные, они уже входили в противоречие. То есть Чувашский он стал таким объединяющим, центром, и который, наверное, поставил вопрос такой, какое значение сыграл в региональном, по крайней мере, там, да? Но то, что он смог объединить вот эти враждующие стороны, как и большевиков казанских, здесь параллельно Сталину не отдельная позиция, это там один разговор. Я говорю про Грайсиса и Шейкмана. Дальше, кто присутствовал, естественно, были, это марийцы присутствовали. Дальше, вот интересно было, в Казани еще была украинская громада, потому что было тоже много украинских солдат и вообще украинцев.
И от Украинского Центрального Совета присутствовал Василий Поповский, тоже интересное у него там выступление. Дальше, вот мы всегда говорим о нерусских национальностях, но всегда подчеркиваю, что когда мы говорим про народы Поволжья, надо говорить и про русских тоже. И что интересно, в работе Чувашского военного съезда принимал участие председатель Совета Казанского отдела Всероссийского Великорусского Союза Михаил Васильевич Кузьминский. Он тоже это выступал о том, что давайте, товарищи, братья чуваши, вместе плодотворно будем работать. То есть здесь шло сотрудничество не только с мусульманами, марийцами, но и с русскими. Также участвовал, я не знаю, каким образом здесь оказался армянский делегат Григорий Георгиевич Турабов. Тоже приветствовал там горячо, что давайте вместе будем вместе сотрудничать. Чувашский военный съезд проводил большую консолидационную работу среди других народов. Вот я уже сказал, что вот уже отметил то, что уже стала площадкой соединения непримиримых сил. И в том числе он стал таким стимулирующим и для нерусских христианских народов. Вот в частности, вот у меня могу документ зачитать, что еще в конце декабря они разослали сообщение, это военно-окружной комитет, удмуртские, марийские и мордовские организации со следующим содержанием. В Казани существует Казанский Чувашский военно-окружной комитет. Он приступил к формированию чувашских воинских частей. Если желаете работать ВКонтакте, пришлите выбранного представителя с мандатом интеллигентным и военным. Интересная фраза. Пришлите интеллигентным и военным, то есть образованным. 10 января 2018 года состоится полномочный Всероссийский Чувашский военный съезд. Желаю на нем видеть представителей ваших организаций. Комитет умещается в здании бывших губернских присутственных, председатель Лукьянов. Потом дальше могу сказать, что когда создавались национальные части, мусульмане они сначала сами создали свои организации, свои подразделения. Марийцы тоже пытались, но они не смогли создать своих марийских военных подразделений. И они влились в чувашские подразделения. Да? То есть чувашский стал собирателем таких моментов. Некоторые моменты по сравнительному анализу. Теперь уже второй вопрос. Сравнительный анализ с другими народами России. Но в первую очередь сразу могу сказать, что чем военный съезд и вообще чувашские съезды всегда отличались, то что они всегда в первую очередь не о захвате власти, не о разделе имущества, а о культурно-просветительской работе. То есть школьное дело, газеты, литература, в первую очередь всегда занимался этим. И этим очень сильно выделяется среди украинского движения, финского, кавказского, в том числе и мусульманского. Мусульмане, конечно, тоже ставили вопрос о школьном образовании, но они всегда ставили в плане, в первую очередь, они акцентировали внимание на духовном образовании, мусульманском образовании. И даже когда чуваши предлагали, что товарищи, давайте вместе будем реорганизовать Казанский учебный округ, остальные все отвлекались, а мусульмане неохотно. То есть они говорили, что мы этим, военный съезд сказал, что мы этим делом не занимаемся. То есть мусульманский военный съезд ответил, что мы этими делами не занимаемся, занимается духовное управление, туда и обращайтесь. А военный съезд у нас этим всегда... Почему это имеет большое значение, почему я так уделяю внимание? Потому что страна шла к гражданской войне, и нужны были еще воевать, это понятно, отстаивать свои интересы, это тоже нужно. И, в принципе, чуваши смогли отставить свои интересы, конечно, не всегда хотелось бы нам. Но в первую очередь они отставили культурные интересы. И этим они заложили основу вообще и для советской национальной политики. Я об этом тоже много раз говорил, сейчас не могу подробно объяснять, доказывать, потому что большевики изначально подобным вещам, чтобы там были свои национальные школы, практически это вопрос не включался. Хотя бы потому, что народы Поволжья, еще раз повторяю, что по критериям большевиков 1917 года, они не попадали в понятие нации, потому что они не были пролетарскими. Они были этнографическими группами, которые просто... То, что выбили вот это школьное образование, то, что вот сейчас, то, что у нас все это и есть, заслуги современной Российской Федерации, это во многом, это не только чуваши, естественно, и мусульмане тоже этим занимались, и другие, и евреи этим очень много занимались, помните, мы говорили об этом, школьным делом, да?
Я не выделяю, что одни только чуваши этим занимались, но то, что они стали такой солидной на российском уровне силой, которая отстаивала этот интерес. Если интересно будет, потом мы можем этот вопрос еще подробно осветить. Вот у меня тут есть некоторые отклики, как отзывались в то время по работе этого съезда в газетных публикациях. Ну, первое, у меня тут две выдержки. Одна из них это наш чувашский же деятель того времени, это Гурий Комиссаров. Он летом 18 года в газете «Заволжский летописец» опубликовал в августе месяце 18 года статью о чувашских съездах, и там вот имеется такая цитата. Но вот здесь он больше уделяет внимание, конечно, вопросам церковным, но это потому, что сам Гурий Комиссаров в 17 году занимался непосредственно созданием чувашской церкви и был делегатом Патриаршего собора, который проходил в 18 года. То есть его в первую очередь это интересовалось. Вот интересно, у него такая цитата, воспоминания. «Немало удивлялись русские люди, старающиеся жить по-современному, тому, что инородцы начинали свои съезды и заканчивали их молитвы к Богу. В программу съезда вносили вопросы и церковные. Когда в Казани текущего года, уже после воцарения большевистских комиссаров, был создан съезд представителей армии для чуваш и съезд чуваш учащихся, и перед открытием этих съездов было совершено в Казанском кафедральном соборе торжественное богослужение на чувашском языке, то казанские газеты были в большом недоумении. Слишком уж не по-современному казалось для них молиться Богу. Ой, если бы, ну тут чувствуется, он человек, это же его в первую очередь такие вещи интересуют христианские. Но интересно, смотрите, что он дальше сделал за это такую ремарку. Ой, если бы по всей России переживали революцию так, как переживали ее православные народцы, тогда не было бы переживаемых теперь позоров и разрухи. К сожалению, не созидание, а разрушение было поставлено некоторыми партиями целью революции, и они привели Россию к погибели. То есть он предпоставляет, что вот такие инородческие такие вот, как же, съезды, они спасали Россию от разрушения. Но это человек это православный, христианский, да, у него там другие критерии. А вот интересная тоже цитата из газеты «Казанская речь», это 16 января 18 уже года. «Казанская речь» — это либеральная газета, по сути почти кадетская. Да? Вот там такие отклики о работе съезда. Была оглашена выработанная организационным бюро очень обширная и прекрасно разработанная программа. В общем, съезд приятно поражает и стройностью организации, и образцовым порядком. Вот то, что это писали уже русские непосредственно, но подписано Е.Б. Ну, там инициалы просто, я не знаю, там где-то там, да? Вот. Третий вопрос перейду там. Я немножко уже говорил о влиянии на поволжские и общероссийские процессы, но здесь вкратце просто скажу. Успешно отставил принципы культурной автономии, о чем как раз я говорил, то есть школьная, не только территориальная, сформулировал, реализовал тезис о полупролетарских нациях. Вот тогда именно на этом съезде Петров-Кюман, может быть, это где-то и раньше там звучало, там, да, но он это озвучил и начал активно внедрять и в поволжскую, и потом на российскую уже риторику о том, что чувашский народ такая интересная, такая, конечно, христианский такой, но раз только пролетарий имеет право на самоопределение, он доказывал, что чуваши полупролетарский народ. Я потом на этом месте, надеюсь, успею, я процитирую его там слова, которые он по этому поводу пишет. Дальше его значение этого съезда. То, что он не оказался бесплодным. Он после себя создал Центральный Чувашский совет Аслаканаш. То есть по решению этого съезда был создан Аслаканаш. Конечно, он был до конца не реализован. То есть это Аслаканаш должен был что из себя представлять? Нужно было собрать 35 депутатов от военных чувашских. Они создают военный канаш. И потом 35 от других интеллигентских организаций, как они на то время назывались, и потом вот это их объединить и создать фактически свое правительство всеми чувашами по всей России. Вот эта идея, они создали военный канаш. Интеллигентскому блоку советская власть уже не дала сформироваться. То есть они активно, потому что они были антисоветски настроены, военные еще так лавировали, а вот эти учителя, Чувашское национальное общество, они активно выступали против советской власти, и поэтому советы, в частности Гразис, им не дал реализоваться. Каким образом, сейчас я не буду рассказывать, это отдельный разговор.
Но сама была сформулирована идея чувашского правительства, где фактически 70 человек управляли бы всей. Потом на базе вот этой идеи появилась уже идея создания Чувашского социалистического комитета. Да? На этой базе выросла идея комиссариата по чувашским делам, сначала казанского, который всегда боролся в течение многих лет получить статус всероссийского. Но он так и не получил. Да? Ну, это уже большая борьба. Но благодаря вот этой работе они повлияли и на, не только на чувашскую ситуацию, но и на поволжскую, что заставили собой считаться, и в том числе на российскую, потому что именно представитель Центрального Чувашского совета, как Даниил Ильин, пользуясь поддержкой вот этого совета и вот этого Центрального Чувашского совета там, или его элементов, там, да, он уже уверенно спорил со Сталином и отстаивал чувашские интересы в апреле 18 года. Краснов в мае 18 года эти же вопросы оставил. И в результате этого и Ленин, и Сталин пошли на попятную и фактически признали чувашей, имеющих право на национальное самоопределение. До этого, как я многократно говорил, что согласно большевистским, ленинско-сталинским вот этим же догматам, они в понятие, в критерий нации не попадали. И не собирались никакие там чувашские принудные нации, никакие. Они вынудили, и вот этот Центральный Чувашский совет Аслаканаш фактически своим вот это просто присутствием на политической арене и с опорой на общую национальную поддержку это сделали. Вот. Так что этот съезд, он дал такую большую политическую базу для политического торга и дипломатии весной 2018 года, которые произошли просто очень прорывные вещи не только для чувашей. Как я говорил, когда Наркомнадз признал чувашей право это на самоопределение, то за ним следующие пошли сразу марийцы, удмурты, татары. В то время они себя позиционировали не как национальность, а как религия. У них был мусульманский комитет один, да, то есть это немножко другая история. И то есть для поволжских, для внутренней России, ну и это касается, как я уже раньше говорил, и для Северного Кавказа. Потому что тоже у них с пролетариатом у чеченцев очень плохо. Да, то есть, то есть, вот эта чувашская полемика с авторитетами, идеологами того времени. Кстати, что интересно, это я сказал еще разговаривал с Ильмень со Сталином, Краснов разговаривал со Сталином. Когда Ильмень выезжал, еще раз напомню, об этом много раз говорил, когда он уезжал в Москву с мандатом как раз от этих чувашских организаций на разговор, он имел мандат на разговор с председателем Совнаркома, то есть Лениным, и с народным комиссаром по делам национальности, то есть Сталином. Нам известно, что он только разговаривал со Сталином. Почему Ленин с ним не встречался? Интересный вопрос, конечно, я сейчас не буду по этому поводу дискуссировать, может быть весной мы эту тему и обсудим. Сталин был народный комиссар по делам национальности. Повторяю, у Ильмени было это как же два адресата. Ленин и Сталин. То, что он Ленин просто так проигнорировал, ну пускай Сталин надо заниматься. Да, это тоже может быть такая версия. Ну, занят был. Однако, что он с другими встречался, с мусульманами он встречался Ленин. А почему? А чувашей? У нас говорят, что чувашей он так всегда любил. А почему он не встретился с Ильменем? Моя версия, и мы, может быть, весной об этом поговорим, как раз, когда тоже опять столетие, в апреле там это будет как раз это столетие этих событий, что очень уж неудобные для большевиков были там вопросы. И поэтому он решил немножко как бы понаблюдать. Так, частных вопросов я обещал сегодня побольше. Вот меня всегда интриговало, меня всегда задело, что, вот, помните, я говорил фразу, что собрались делегаты, не способные смыслить в общенациональном масштабе, с ограниченным христианским мировоззрением. Я такой, а я тогда еще, когда 15 лет, думаю, как это может быть, так это говорят, когда они, вопрос о делегатах на мирных переговорах. По результату Первой мировой войны вопрос поднимался. Об этом мало информации, много нет, но интересные упоминания. Вот, в частности, 16 января на утреннем заседании, так, значит, Титов, кстати говоря, я сначала хотел показать слайд, немножко тоже зрителей, а то мы все говорим обезличенно, да, то есть, часто мы говорим, а нужны нам все-таки лица, потому что, чтобы видели не эти самые лица. Слева Дмитрий Юман. Да, слева это Дмитрий Петров Юман, председатель военного съезда. Потом Титов.
Титов, это был заместитель председателя военного съезда. Гермоген Титов, очень интересный персонаж, неосмысленный еще тоже чувашская история, потому что он как раз вкладывал обойденный, потому что если анализировать это протоколы, то самые деловые, такие вот, то, что сейчас мы говорим, Юман, он немножко, знаете, так, тактично, а это прям четко, конкретно и конкретно работал. Это говорит Гермоген Титов. Александр Краснов, это справа. Ивана Васильева, конечно, я хотел еще поставить, замечательный чувашский депутат учредиловец, но, к сожалению, фотография у меня есть, конечно, вариант, я его показывал однажды, но я пока не могу достоверно говорить, что это он, потому что снизу с 3 человека это Юман, потом Николай Рубачев, он в то время еще там не принимал большое участие, он потом летом уже сыграл большое значение роль. А справа от Юмана это Яким Степанов Кошкинский. Максим Кошкинский. Максим Кошкинский. Максим Кошкинский. Эльмени, здесь я поставил, Эльмень не был участником военного съезда. Но, собственно говоря, как я сказал, он на этой волне этого съезда потом получил большие полномочия, поэтому, кстати говоря, Эльмени продвигал и протежировал непосредственно сам Юман. Он его учеником был еще в Сибирской школе. И поэтому тоже я как бы здесь немножко указал. Может... Очень харизматичный, интересный человек. Это оба из Казани, но по-разному, отдельно Верховник станет, да? Получается. Не понял. Нет, Краснов не из Казани, а Сталину отдельный. Каждый ездил. Ага, сейчас. Все, идет? Да. Да, вот вопрос насчет Краснова поступил, насчет Эльмини, как я сказал, что со Сталином они по отдельности разговаривали. Сначала делегировали там Эльмини. И потом уже, видать, у Эльмини уже не хватало своих, там, как же, то ли авторитета, потому что он еще был не столь авторитетный, потому что Краснов был, он им обладал блестящим, он был участником октябрьских событий в Казани, то есть участником, то есть у него левый эсер там уже еще. И он поехал фактически на укрепление, то есть самолично уже. Краснов послал Эльмини, но посчитал, что Эльмини не до конца справился и поехал лично уже в Умань сам. И как по свидетельствам, они там со Сталином спорили на повышенном тоне. Вообще Краснов очень интересный персонаж, он очень сам по себе эмоциональный, горячий, такой прямолинейный. Естественно, за это он пострадал. Видите, даже такие буденовские какие-то, буденовские такие усы такие. Да, справа ставим. Гермоген Титов. Вот. Ну сейчас давайте документы. Немножко потом мы еще с вами обсудим, просто это не могу, хотя бы вот этими двумя моментами насчет переговоров. Итак, 16 января, это вот, смотрите, очень много, конечно, у нас неизвестно, потому что протокол не все заносилось. Вот. Ну, в частности, вот начинает там Титов, потом непонятно, что он там говорит, и выступает Волоснов. Вот, кстати, иллюстрации я тут поставил, тут некоторые фотографии с дел. То есть они существуют, вот, пожалуйста, это обложка дела, то есть есть они в печатном виде, есть и в рукописном виде, то есть стенографические материалы. Так, есть и в стенографическом там этом виде, шикарнейший материал для изучения. Вот. Так, читаю протокол съезда, смотрите, вы просто вдумайтесь, во что говорят. Волоснов, некий такой депутат выступает, говорит о нежелательности высылки делегатов для мирных переговоров от всех наций, входящих в состав Российской Федеративной Республики. И необходимости включить... Кстати, сразу здесь стоит заметить, что в состав Российской Федеративной Республики. В то время, если вы помните, она уже была объявлена Советской Федеративной Республикой. Это не случайность. Это не случайность. Это еще до июня 2018 года Чувашский съезд будет выступать против номинования этого государства не Российская Советская Федеративная Республика, а именно Российская Федеративная Республика. И это был один из больших скандалов в июне 2018 года. Это для них был вопрос принципиальный. Они фактически эти советские власти не признавали. Так вот, говорит, что в состав Российской Федеративной Республики, то есть как ее провозгласило учредительное собрание. Так, по-моему, какой там, третий же был всероссийский, потом в январе 18-го съезд Советов. Третий всероссийский, по-моему, да, съезд там. Уже позднее, после учредительного собрания, он распустил и провозгласил его Советской Федеративной Республикой.
Так вот, уже после этого еще не признавали, что она советская. То есть по учредительскому принципу шли. И вот он говорит о нежелательности высылки делегатов для мирных переговоров от всех наций, входящих в состав Российской Федеративной Республики, и необходимости включения в состав Центрального комитета Советов чувашских фракций членов учредительного собрания. То есть у нас был ЦИК, был образован в ЦИК, и он говорил, что, о чем здесь заявил, что не надо посылать на переговоры чувашских делегатов, а давайте вот мы, наши 5 депутатов-учредиловцев, включим в большевистский в ЦИК. Представляете, какой ход? То есть они как хотели примирить вот эту советскую власть и сохранить идеал учредительного собрания. То есть депутатов-учредиловцев, не которые выбраны по советскому принципу, а там, помните, у них же там классовый принцип, там, да, у них там принципиально. То есть депутаты учредительного собрания, они шли по одному избирательному процессу, а в советской по другому процессу. И они говорят, что надо вот эти демократические включить по всероссийский в ЦИК, уже большевистский, левоэсеровский, и создать там чувашскую фракцию. Вы можете представить, что при ЦИКе была чувашская фракция? Потом в дальнейшем, в 20-х годах, когда появился уже Совет национальности, при ЦИКе в 20-х годах появился, но это был просто Совет национальности, там были чувашские делегаты, но фракции не было. И вот такие постановки вопроса, они тоже стали одни из тех, вот, чтобы большевики при ЦИКе подобные вещи создавали национально, а изначально у них такого принципа не было. Тут еще он говорит, он рассуждает, я сейчас цитировать не буду. Вот смотрите, он ничего интересного говорит. Оратор не надеется на возможность революции в Германии в ближайшем будущем. Он находит желательным созывы чувашского учредительного собрания и общего всероссийского. Но последнее признал бы декреты, изданные Совнаркомом. Что здесь говорит о том, что, смотрите, оратор не надеется на возможность революции в Германии в ближайшем будущем. То есть почему не надо посылать? То есть фактически надо саботировать эти переговоры. Да, то есть он смотрите, там, не из того, чтобы давайте, мы чуваши слабые, темные, забитые, там, да, это самое, поэтому давайте не будем посылать туда, а потому что надо эти переговоры саботировать. То есть он какой-то поступил уже, то есть он здесь говорил не о том, что чуваши давайте не будем посылать, Брест-Литовск, еще раз повторяю, Брест-Литовск, где там Троцкий вел переговоры. А о чем там шло? Для того, чтобы о компенсации чувашской нации за потери в Первой мировой войне. Тут еще там, с ним кто-то как же ограничивает и там дальше. И вот потом выступает Титов. Он там немножко там еще о своем там как поговорил. Нет, подождите, с Волосновым. Здесь он о чем говорит? О том, что надо собрать чувашское учредительное собрание и восстановить всероссийское учредительное собрание. Да, то есть Волоснов там говорит. И который бы, учредительное собрание должно признать декреты Совнаркома. То есть, чтобы учредительное собрание подружилось с ЦИКом. То есть вот оно, о чем они выступают. Да? И это, можно сказать, вот мечта такая, лишь бы не было войны там, да, но в принципе нет, это позиция. Это позиция, потому что и в других приказах, что потом я буду говорить, что фактически должны были существовать 2 органа власти. Это советы, как говорит, политическая власть, и земства, учредительные, как раз демократические земства, которые бы занимались экономическими и культурными вопросами. И они шли бы как 2 типа организаций. Сейчас у нас все одна организация этим занимается. А тогда, чтобы разделялся, то есть политический вопрос Совета занимает, это позиция, которая почему-то у нас в советское время считается, как это считался недоразвитой, классово недозрелой, понятно, там, да, это понятно. Там. Но то, что она здравая и вполне естественная, и то, что она логичная и это живоспособная, это, конечно, да, это факт. И я могу по этому поводу отдельно сделать. Дальше Титов вступает в полемику. Смотрите, тоже про мирный переговор говорит. Тут он говорит, и такая цитата его реплики. Учредительное собрание очень хотело заключить мир, но не путем большевиков, а в согласии со всеми народами. Для того, чтобы гарантировать нации от невыгодного заключения мира, находит необходимым объявление национальных штатов, входящих в состав Российской Федеративной Республики, который послал бы своих делегатов на мирные переговоры. По мнению оратора, принцип самоопределения нации нужно понимать не так, чтобы нацию самоопределяли, а нация сама себя самоопределяла бы. То есть он говорит, смотрите, что там Титов там говорит о том, что
нам нужно послать, то есть нам нужно сейчас вот этот Волжско-Уральский штат, а он был основным таким локомотивом, который продвигал идею Волжско-Уральского штата, Герман Титов, помните, да, который по центру такой. Он, кстати, имел это историческое образование, образованный человек. За временем слежу. И то, что Чуваши там будет, как бы, нужно вот от этого штата посылать. От этого штата, где там звучал бы чувашский голос. Но этот штат не случилось. Мусульмане провозгласили свой штат, чисто мусульманский, однобокий, сепаратный, там, да, можно сказать. И они уже потом послали уже на эти мирные переговоры уже своего, это председатель, это Садри Максуди. То есть он уже там потом представлял уже мусульман России на этих мирных переговорах, там, впоследствии уже, там, да, когда, по крайней мере, на Версальской конференции он представлял Садри Максуди. То есть, по мысли Титова, там должны быть и чувашские делегаты. Ну почему это не случилось, это отдельный разговор. Дальше. Вот теперь это самая той резолюция, о которой я говорил, что об отношениях с Советом. Ой, у меня тут, конечно, еще есть резолюция Васильева. Как раз, ну, будет время, сейчас обсудим ее. Она перекликается много. Итак, что за резолюция о текущем? Смотрите, значит, в феврале 2017 года царя свергли. Была провозглашена Демократическая Республика в сентябре. В октябре 2017 года большевики перехватили эту власть, там, да, уже вместе с левыми эсерами, и создалось такое, знаете, борьбы за власть, потому что прежние демократические земские учреждения, ну, на местах, они земскими, я просто говорю, а на российском уровне это как раз вот при парламент, депутаты учительного собрания представляли, и появилась большевистская альтернатива в виде уже совнаркома, ЦИКа и вообще советского проекта. В январе 2018 года еще непонятно было, кто кого победит. Да, то есть это самое, то есть. И вопрос стал, а как вот этот Чувашский военный съезд относится к этим преобразованиям? То есть принципиальный вопрос. Вы за Советы или против Советов? Да? Понимаете, да? Сразу скажу, что эта резолюция, ну я говорил уже, что она принята не была. Как она это обсуждалось, вот этот документ, скорее всего, протокол уничтожили, причем тогда же. Скорее всего, там негативно к советской власти относились. Потому что, если читаешь протокол, очень, там 80% однозначная критика советских большевиков. Краснов там и некоторые другие, ну давайте с ними сотрудничать, они не такие уж плохие. Не за советскую власть, а давайте с ними сотрудничать. Это принципиально большая разница. То есть надо, как бы, мол, и свои чувашские, тогда они вообще, помните, я говорил, что они стояли за создание своей национальной своей партии Хурата Прав, Черная земля. Как раз на этом съезде пытались организационный момент проводить, но не хватило денег на это, скажем так, и денег в первую очередь не хватило, потому что вопрос финансовый в первую очередь. И вот этот вопрос съезд так и не принял этой резолюции. То есть там много материалов есть, что они вопрос о текущем моменте отложили на будущее вот этот Центральный Чувашский совет Аслаканыш. Пускай он разберет, сам определится до конца. Что важно сказать, у мусульман такая же проблема была в то время. То есть в то время проходил тоже Всероссийский мусульманский военный съезд, и он тоже решал такие национальные, такие глобальные вопросы. Они эту резолюцию приняли, и эта резолюция расколола съезд на две части. После чего левая часть, которая была за советскую власть, они просто ушли, да, покинули заседание. А вот эти национально ориентированные, то есть, да, тут такие эсеровская часть, главе с Ильясом Малкиным, они ушли за кулачную часть. Так вот, интересно, вот я хотел бы, так вот, разработчиком этой резолюции должен был быть сам председатель съезда Петров Юмов. И вот этот протокол я нашел, как я вам говорил уже, она в таком виде. Почему я этот поставил это же вместе с иллюстрациями, потому что, если помните, картинку узнаете, когда я говорил про национальные символы,
То, что там это принимали, вот видите, да, символ нашего нарисовано там, да? Да, то есть это интересно, там тоже это момент для анализа, потому что вот эта картинка, она как раз находится вот на этом проекте резолюции, который написано, это написано, это рукой Петрова Юмана, почерк я узнаю. Ну и он этим вопросом занимался, так что можно идентифицировать, что это Петров Юман. Ну и вообще по стилистике, по слогу, это его фраза. Давайте почитаем, что там написано. Здесь интересно тонко, вот для нас, может быть, все это привычно уже там звучит, это такие, мы словам таким мы уже привыкли, но если вникать в детали, что там написано, то там очень большие есть смыслы. Итак, что там написано? Великая Российская революция, взявшая на себя высокую историческую миссию освобождения всех трудящихся и эксплуатируемых классов и угнетенных национальностей от политического и экономического гнета, с первых дней переворота была встречена чувашским народом с небывалым энтузиазмом. Что дальше он пишет, смотрите. Чуваши, некогда имевшие самостоятельное политическое бытие и свою культуру, да, он говорит, что мы не просто этнографическая группа, которая там своими песнями и танцами, а имевшие свою... Смотрите, он сразу с чего заходит? Как сразу заходит там, да? Что мы, как же потерявшие свое государство. Это потому что вот эта риторика, потому что мы сейчас к этому привыкли уже там говорить, там, да, но вот ее формировал как раз в то время Петров Юман, потому что до этого я подобных вещей еще нет. Может, кто-то что похоже говорил, но это стало хрестоматийным, потом которое дробило все античувашские дела. Комиссар уже в 17 году, после февральской революции, уже создает в Уфе чувашское национальное общество. Ой, извините, это другой разговор. И там он тоже это говорил. Что хорошо. Значит, да. Там тоже там есть. Это совместно, поэтому я никогда не выделяю одного конкретного лидера, потому что это совместное творчество. Но Петров Юман это сформулировал и довел до самых. Так вот, он еще раз пишет, смотрите. Значит, революция произошла, которая должна нас всех освободить. Разговор о какой революции он идет? Октябрьской или все-таки февральской? Великая Российская революция. Да, российская какая? Февральская или февральская, конечно. Февральская, да. А переворот уже упоминает переворот, это уже октябрьский, да? Он еще переворот фразу. Ну да. Ясно. Потому что там революция, а здесь уже переворот. Да, именно так, потому что они еще с 17 года всегда называли Великой революцией именно февральскую. Потому что она дала все основные демократические. То есть освобождение от национального гнета дала февральская революция. Помните, первые декреты, это постановление Временного правительства как раз о снятии всех национальных сословных ограничений. Да? То есть и они дали фактически вот такое. Смотрите, здесь деликатно там, да? И он сразу заходит. Чуваши, некогда имевшие самостоятельное политическое бытие и свою культуру, под жестокими ударами судьбы в течение 700 лет рабство дожила до крайнего обнищания и физического вырождения, что неизбежно грозило им полным вырождением и исчезновением с исторической арены. Зачем так про себя ничтожно говорить? Так красиво начал говорить, что мы тут вырожденцы. Это есть глубокий политический расчет. В двух вещах. Сразу забегая вперед, могу сказать. В двух вещах. Во-первых, если мы дожили до вырождения, а сейчас у нас принцип справедливости, то надо помогать нам экономически развиваться. Об этом мы много раз говорили. И второй расчет. Смотрите, что дальше пишет сразу после этого. Еще раз повторю. Под жестоким ударом судьбы в течение 700 лет это с момента монголо-татарского вторжения. Да. То есть после потери политического бытия. Дожила до крайнего обнищания физического вырождения, что неизбежно грозило им полным вырождением и исчезновением с исторической арены. Смотрите, что дальше, смотрите, что пишет. Чувашский народ, что в целом составляющий народный класс трудящийся, представляющий своеобразный и исключительный пример пролетарской нации. И понятно, чему он написал? То есть, а пролетариат же нечего терять, кроме своих вещей. Еще раз говорю, потому что только пролетариат имел в то, это согласно, как же, ленинско-сталинской классификации на самоопределение. Это крестьяне, они считались не классово недозрелыми, мелкобуржуазным элементом, который не имеет права на самоопределение.
И вот такие фразы, они потом в дальнейшем заставили считаться и с крестьянами. Исключили пример пролетарской нации. В другой публикации, которую в газете «Знамя революции» Казанского написал, он уже там, видать, по башке настучали, вы что, какие-то пролетарии, это может быть, о чем? Он уже написал полупролетарской. И чем аргументировал, почему полупролетарской? Потому что крайняя бедность и то, что вы уезжали на заработки, на шабашки, на отхожий промысл, как это назывались. Сейчас у нас шабашка называется, да? Или как это у нас сейчас называется? Вахта называется, да. То есть они уже там уже, то есть как бы у них уже была психология и мелкобуржуазная, и крестьянская, и в то же время и рабочая уже. То есть на таких кривых козах заезжали коммунистические районы. И давали дорогу для своего чувашского народа. И другим народам еще России. Итак, значит, вот этот пример пролетарской нации под гнетом беспощадной эксплуатации, творимого над ним насилия, неоднократно поднимал восстание и кровавую борьбу во имя своего национального освобождения, посылая, как в 1905 году, массу своих сынов на расстрелы, виселицу, на каторгу и ссылки и прочее. То есть он здесь говорит, что мы не только там бедные нищие, а мы еще боролись. Потому что показателем классовой зрелости это является еще и борьба за свои интересы. То есть смотрите, как он тонко, грамотно сформулировал, там, да, там, как же это самое. У комиссаров точно так нет. Он некоторые элементы, возможно, комиссаров использовал, да, я согласен, я вспоминаю, там, у него такие фразы проходили там у комиссаров. Но он здесь все это собрал воедино и четко в 10 предложениях, смотрите, он здесь сказал, что ваша Октябрьская революция еще непонятно что. Чуваши имеют политическое, это претендующее на государство. Мы с энтузиазмом вас встречаем, но вы с нами тоже сотрудничаете. Потом и говорит дальше, что мы право имеем. Почему право? Два вещи. Потому что мы пролетарский народ, обнищалый, и второй, потому что мы за это боролись. В других документах потом еще Ильмень потом будет часто это использовать, о том, что боролись, как раз у нас это Емельяна Пугачева, Степана Разина, во всех восстаниях, мы все участвовали. Коричев об этом тоже это пишет, что во всех борьбе там. Вот я еще говорю, что вот здесь начинает, понимаете, эксплуатироваться фишка насчет того, что бедного деградированного народа. Но в то время, 100 лет тому назад, оно имело свой политический смысл, экономическую подоплеку, чтобы на это деньги компенсировали на развитие. Но мы сейчас по старинке эту фразу, уже не понимая истинного смысла того, ретранслируем уже в виде того, что не экономической там, зажатости, там, да, не то, что там, мы там боролись, там, да, а что мы интеллектуально недоразвиты. У нас так сейчас преподносится. Помните, я вам говорил, что сейчас наши историки там пишут, что даже про эти самые, что они интеллектуально недоразвитые были. Так, вкратце пробегусь, потому что по этой же резолюции. Сообщение о совершенном отважным петроградским пролетариатом переворот был принят чувашами как священный благовест. Обмазал, хорошо. Как великое историческое предназнаменование о новой эре национального существования. Это вот все здесь написано. Благодаря российской демократии, февральская и октябрьская революция, разбивающая оковы рабства всех видов и открывающая перед угнетенными пасынками истории мелкой народности новые светлые горизонты с неограниченной свободой для национального строительства, встретив благодарную признание со стороны всех чуваш и может рассчитывать всегда на их действительную поддержку. То есть и февральская, и октябрьская революция может рассчитывать на поддержку чувашей. Ибо они всегда и во всем будут вместе с пролетариатом и трудовым крестьянством. Согласно принципу, возвещенным съездом солдат, рабочих и крестьян и основным положением, принятым Всероссийским учредительным собранием о государственном устройстве, вот теперь сейчас внимание, самое интересное. То есть он там говорит о красивой преамбуле и ссылка на Третий Всероссийский съезд, который только что прошел, как раз в это время проходил, в конце говоря, в это время проходил в Петрограде. Он пишет, что вот на основании того, что там февральская и октябрьская революция приложили, чуваши мыслят Россию как союз равноправных народов, как федерацию областей и народов, создан свободным волеизлиянием последних.
у нас уши сейчас замылены, кажется, ну что, обычные слова, там, кажется, 1000 раз слышали. Но давайте вдумаемся, о чем здесь написано. Он говорит о федерации не областей, как у большевиков, а о федерации областей и народов. То есть они там стояли за создание двух, повторяю, уже сегодня говорил, двух типов власти. Общегосударственной, областной и чисто своей национальной. Экстерриториального характера. И даже чисто русские области тоже должны быть как федеративные. Да. То есть, кстати, Третий Всероссийский съезд Советов, он не признал, что союз народов, он союз республик и областей. Федеративный союз республик и областей. У него там так звучит. О народах там не написано. А вот здесь вставлено вот этот культурный экстерриториальный принцип. Создан свободным волеизлиянием последним. Причем это не областные учреждения должны помогать нациям создавать федерацию, а вот именно федерация наций должна создавать это самое областное учреждение. Созданную свободным волеизлиянием последних, то есть народов. Основной задачей момента Чуваши считают создание в Волжско-Камском регионе автономной государственной единицы, долженствующей представить из себя федерацию части великого русского народа, духом и культурой которого чуваши будут питаться в своем поступательном движении вперед, близкий по крови, языку и быту и связанным общими традициями прошлым. Вот. А теперь смотрите, идет шантаж. Отстаивая право каждой нации на самоопределение в полном объеме, без всяких ограничений, чуваши будут бороться всегда с централистическими тенденциями, откуда бы они ни исходили. Это говорит председатель военного съезда. Сейчас бы ее посадили. Конечно. Ну, тогда другая ситуация была. Это потому что сейчас, понимаете, там была философия другая, потому что сейчас у нас уже в начале 2017 года шла как федерация областей, что народ сам создает свое место, свое управление. Так что до этих времен это было абсолютно нормально. То есть мы говорим, что мы прогибаться не будем, мы будем отстаивать свои интересы. Дальше смотрите. Совет народных комиссаров и декреты будут признаваться и осуществляться. Даже потом, то есть декреты Совнаркома будут признаваться, поскольку последние не идут вразрез с национальным интересом трудовых чувашей. Да. То есть он не писал, что мы не будем признавать их. Как здесь написано, еще раз повторю, Совет народных комиссаров, то есть большевистские, и декреты будут признаваться и осуществляться, то есть да, они будут осуществляться, он пишет, поскольку последние не идут вразрез с национальным интересом трудовых чувашей. То есть фактически он сказал, что это да, стимулируем. В случае, если по изменению историческим обстоятельствам Всероссийское учредительное собрание вновь откроется, чувашам-депутатам предлагается принять участие в его работе, образовав самостоятельную национальную фракцию и подчиняясь в деятельности директивам центральных чувашских организаций. То есть говорит, что если учредительное собрание будет опять создано, победит, а он, помните, он потом на сторону Юман перешел на сторону Комуча, он перешел на их сторону, на сторону учредительного собрания, то как же в этом учредительном собрании будет создана чувашская фракция, которая подчиняется в деятельности директивам центральных чувашских организаций. Когда говорят, что темные недоразвитые, с ограниченным мировоззрением, не способны мыслить общественным, тут не только потому, что национально, тут гораздо шире. Вот клише поставили в статуту. Но мы по этим клише мы живем, и учебники нам такие пишут. Понимаете, вот мне что страшно. Почему меня спровоцировало? Потому что я когда прочитал эту фразу про ограниченное мировоззрение, я всегда говорил, что я человек национальный, у меня слеза пошла. Это что, теперь мои дети должны вот это читать, что ли, когда там совсем по-другому? Я сказал, что я хочу изменить. Правду донести. Так, смотрите, дальше пишут там. Чуваши это призываются всемирно поддерживать советы. То есть мы советы будем поддерживать, как правомочные органы трудовой демократии, несущие на своих плечах всю тяжесть революционно-творческой работы и стоящие на защите интересов завоевания социальной революции. Причем советы немедленно должны быть реорганизованы на национально-пропорциональном начале.
То есть, что классовый подход изначально разрушало, потому что там должно быть там как же это самое трудящиеся без национальности, там, да, это самое, то есть полностью, это вот, кстати, за эту фразу всегда его называли таким вот эсеровским недобитком, там, да, вот национальный это абсолютно антисоветский. Но с другой стороны, то есть большевики, они все это отрицали, но с другой стороны, они это и не признали, но когда они были вынуждены найти компромисс в форме создания национальных республик. Никаких национальных республик они изначально создавать не собирались в Поволжье. Так, ну здесь он пишет там уже про отношения там, политических событий в России. Сейчас я не буду, чтобы это время терять, там, да, чтобы это самое. То есть, здесь он пишет что в конце об учредительном собрании. Признавая, что существование Всероссийского учредительного собрания возможно лишь в контакте с Центральным исполнительным комитетом Совета солдатских, рабочих и крестьянских депутатов, постановляет существование такого допустимо лишь при стремлении его по пути расширения социальной революции в интересах трудовых крестьян и рабочих. То есть он фактически говорит, тут здесь пишет, что если учредительное собрание и Совнарком найдут общий язык, то все хорошо. Так, переселенческие вопросы я не буду рассматривать. Ну, рука чешется еще про как раз Волжско-Уральский штат. Есть замечательный, кстати говоря, вот эту резолюцию, она у нас никогда опубликована не была. Но в своей последней монографии, которую я сделал же в электронном варианте, там, да, то есть она в качестве приложения, по-моему, под номером 12, она имеется. Там много, то есть все, о чем я много говорю, там очень много все это имеется. Так что, ну, сейчас оно в доступе есть, там, наши официальные не хотят это ничего писать, скажи, все это изучать. Но уже такой материал есть, поэтому у меня обращение к общественности, что интересуйтесь не только то, что они вам написали, а они там склонны фальсифицировать. Например, в частности, вот следующий документ, который я хочу поговорить. Так, у нас осталось полчаса. Итак, вопрос, смотрите, как раз обсуждается вопрос о штате, об отношении чувашского народа к Волжско-Уральскому штату. Оно, я помните, говорил, что появилось в немалой степени по инициативе самих чувашей, не мусульман, как у нас принято считать. Сами татары сейчас в своей последней монографии пишут, что это была инициатива чувашей и марийцев. А мы всего лишь пошли за ними. Так они пишут. Это Слава Исхаков, в частности, в своей знаменитой монографии большой «Российские мусульмане» в 1917 году. Вот. И там Иван Васильев, о котором я тоже много всегда говорил, что тоже незаслуженный персонаж такой в нашей российской истории. Но сейчас я, чтобы, если визуализировать, те, кто его не видел, то что я все-таки покажу его. То есть мой вариант, то есть кто этот Иван Васильев, это кто говорил, что вот Краснов опять сидит, да, Гуркин сидит, Никольский, Творецкий. Это Иван Васильев. Тоже очень интересный. Это московский студент, это Императорского межевого института, очень либерально настроенный, который очень много чего сделал. И он был основным докладчиком как раз по созданию, по отношению чувашей к Волжско-Уральскому штату. Как я говорил раньше про съезд мелких народов Поволжья, все выступали против территориального штата. Единственный, кто Васильев, развернул все движение поперек и сказал, что давайте не будем это исключать. И вот сейчас прошло почти год, и он выступает. Он первый, кто начал говорить о территориальном штате. Потому что в мае и в июне и Алюнов, и Николаев, и Юман, они все говорят только о экстерриториальной, о унитарной России. Вот Васильев там, значит, он выступает с таким, я хочу зачитать его доклад, он должен быть хрестоматийный, тоже в монографии мы приведем. Он здесь очень четко тоже сформулирован, у нас очень много интеллектуалов. Там было в то время. Итак, Васильев рассказывает о форме управления. Первое. Существует 3 вида. Тут его тезис, его доклада. Это, кстати, из его бумаги взяли, где он там откуда читал. Существует 3 вида государств в отношении территориального деления. Первое – это сплошное единое государство, как Китай. Второе – государство с автономными областями. Россия с Финляндией, но сравниваем, потому что Россия и Финляндия еще тогда была на автономных права. И федерация. Это США, Соединенные Штаты Северной Америки, Швейцария, Австрия, Германия. Разница между автономией и федерацией в их сравнительном достоинстве. Второе. В начале Российской революции на майском съезде Союза мелких народов Поволжья нам приходилось решать вопрос об автономии. Ибо мы
И мы даже единогласно признавали федерацию с желательным правлением, не были уверены в возможности осуществления идеи федерации в России. И мы остановились тогда на политической автономии окраинам и временно самой широкой культурной автономии народов в России. Я об этом рассказывал уже, там, да, как это один говорю. Он здесь тоже немножко лукавит, потому что он говорит, что всего лишь остановились там, да, это его дипломатическое лукавство. Потому что тогда все были сплошь, и оно было наиболее адекватным для чувашского времени. Смотрите, теперь дальше пишет он. Третье. Теперь уже нашего согласия или желания не спрашивают. Россия уже фактически юридическая федеративная республика. Значит, мы стоим перед свершившимся фактом. И говорить приходится уже не об автономии, а о штате. Это говорит второй штат еще с мая 2017 года. Четвертое. Раньше Россия делилась на губернии, а теперь будет делиться на штаты. Вот свой проект, свои идеи выдвигает. Раньше деление было произвольное, теперь должно быть более обоснованным соображениями национального экономического характера другое. Например, желательно создание штатов не просто на территориальных, как в Америке, а на национально-территориальных началах. И этим обеспечивается прочность и штата, и всей федерации. Пятое. Процесс образования штатов ведет с окраин. Это он имеет в виду про Украину, Финляндию, Польшу, Закавказье. Поддерживается этот процесс инстинктом самосохранения, проснувшимся в разных народностях и желанием водворить порядок в пределах своей нации. Национальное самосознание, инстинкт самосохранения, к сожалению, менее всего проявляется в настоящее время у великороссов. Потому что говорит, что русские этим вопросом не занимаются, а другие. Поэтому речь об образовании штата в пределах Великороссии пока нет. Это к тому, что почему нам приходится дружить с мусульманами. Может быть, выгоднее было бы дружить с русскими, там, да, но русские об этом они этот вопрос обсуждать не хотят, скажем так. То есть здесь деликатно переводить, там, да, то есть они этот вопрос это не хотят обсуждать. Поэтому речь об образовании штата в пределах Великороссии пока нет. А потом, безусловно, создадутся штаты, и здесь вроде промышленного штата, северного, то есть. Шестое. Перед нами чувашский вопрос. В интересах создания власти и порядка на местах нужно ли признавать желательным создание штата и в пределах обитания чуваш? То есть спрашивают, нужно ли нам штат? Безусловно, наш долг пытаться скорее упорядочить жизнь чуваш. Перед нами три возможности. Оставаться в громадном штате, в громадном великорусском штате в ожидании будущих более мелких подразделений. То есть с русскими оставаться. Второе. Образовать свою чувашский национальный территориальный штат. И третье. Войти в проект штата, который в ближайшем будущем предлагают осуществить мусульмане в местностях с тюркско-татарским, финским и русским населением. Ну, Волжско-Уральский штат. Дальше обсуждают. Оставаться в ожидании, то есть он отвечает на этот вопрос, оставаться в ожидании у моря погоды нет смысла. Мы тем самым в жизни чуваш не внесем никакого улучшения, кроме естественного продолжения прежнего развала и хаоса. Организацию штата из центра не приходится ожидать, ибо центральная власть идет против национального движения, часто вопреки своим декларациям. Наши западные соседи, великоруссы, сами о создании местного штата пока не помышляют. У них национальное самосознание и инстинкт самосохранения слабее партийной розни. И не могут преодолеть гражданскую войну. Поэтому штата и порядка Запада мы не дождемся, по крайней мере, в ближайшем будущем. Поэтому входить в штат с великороссами, он говорит, что в этом не дождемся. Им это не интересно, у них там политические разногласия, и гражданская война вообще начинается. Вот этот момент, смотрите, часто у нас обсуждается там, да, тоже, насчет своего чувашского штата. Он говорит, сами организовать свой национальный территориальный штат мы не в силах. Нет у нас материальной, б. физической, в. культурной силы и инициативы для создания теперь же своего штата. Также и в массах чувашского населения ясного сознания своего штата. Нет ясного сознания своего штата. Между тем промедлением в данном случае смерти подобным. Почему я на это обращаю внимание? Даже не в плане того, а дело то, что как у нас фальсифицируется история. Я вот помните, я про это еще раз напоминаю, это моя диссертация, я там писал, что как наш современный историк берет в кавычки вот эту фразу, где пишет об отношении к чувашскому штату, и он говорит о том, что мы свой национально-территориальный штат
Мы не в силах создать. Почему? Еще раз повторяю, это берется в кавычках как цитата. Потому что нет у нас... Ой, надо было подготовиться, найти. Извините, можно найти. В интернете все это есть. Потому что нет у нас физической и культурной силы инициативы для создания теперь же. То есть автор упустил слово в цитате, в архивной это цитата, слово материальной силы. То есть у нас нет физической и культурной силы для того, чтобы это сделать. То есть мы недоразвиты. Сил не хватает физических. А то, что материальный принцип, он, собственно говоря, является самым главным, почему это? Потому что если было бы материальное обеспечение, хватило бы и силы, бы, и образованных людей. Так вот, еще раз повторяю, что у нас, чтобы доказать, что у нас мы не интеллектуально недоразвиты, убирая слово «деньги» и оставляя, что ума не хватает. А здесь ключевое слово это все-таки деньги, материальные. 10. Поэтому нам приходится согласиться на включение в чувашской территории в пределах вновь образуемого так называемого Средневолжского и Южноуральского штата, проектируемого мусульманами, у которых для осуществления своих стремлений имеется и сила, и инициатива. При этом надо иметь в виду, что при нашем отказе войти в этот штат мусульмане все равно создадут, но уже без включения чувашек. Дальше. Но включать чувашскую территорию в этот штат нужно только при соблюдении целого ряда условий. В самой декларации приглашения штат должен быть указано, что этот вновь образуемый штат входит как часть целого Всероссийской Федеративной Республики, что это необходимо для того, чтобы и власть, и массы не исказили истинное положение вещей, и что не было места толком ни об отделении от России, ни об контрреволюции. Это пока без комментариев. В пределах штата, говорите, чувашские условия, которые развалили потом мусульманские проекты, они на это не пошли. Он здесь озвучил. В пределах штата все народы должны быть равными, суверенными и культурно автономными теперь же. Потому что татары, они, в принципе, половина из них была согласны на это. Шараф, он был самым идеологом, чтобы это, я рассказывал, чтобы в штате было треть мусульман, треть нерусских христиан, треть русских. Но были башкиры против этого. То есть они говорят, что мусульман должно быть 60%, поэтому ничего не знаем, только 60%. И вот это стало главным причиной, почему штат не реализовался. А они говорят о том, что все должны быть равными. Предел штата не должно быть господствующей народности, факт. Не должно быть господствующей народности. И он тоже поясняет. Фактически так и есть в силу процентного соотношения числа жителей той или иной народности, входящих в штат. То есть треть. Но когда мусульмане стали, башкиры, стали настаивать, что у них должно быть 60%, то есть больше половины, все, на этом не возможно. Но они всегда были сторонниками только территориально, что... не такая позиция. Они были сторонниками только территориальной автономии и только под нашим началом. Они культурный принцип, они отвергали. А башкир тогда тоже было меньше татар? Да, потом. Это необходимо для того, чтобы не было возможности говорить о чем-то засилии, как политическом, культурном, так и религиозном отношении. Фактически чуваши будут занимать положение перетягивающей силы среди абсолютного большинства в мусульманской или русско-православной группировке. Замечательные цитаты, которые наши официальные историки не используют. Это разве можно назвать глупой позицией, что недоразвито? Что, смотрите, то есть, когда русские с мусульманами будут бодаться, да, мы будем, наверное, сидеть. А мы будем, как же это самое, это принцип, это парламентской фракционной борьбы. То есть, как же, самый демократический. Самый демократический. Дальше он говорит об изменениях, это нужно еще границ, чтобы побольше русских туда включить, и туда и удмуртов, и мордву. Мусульмане не хотели. Это тоже стало... Именно чувашское требование включения русских территорий удмуртов и мордвы стало причиной формального отказа, почему чувашам отказали, как же, что они Идель Урал свой провозглашали уже без чувашей. Стало, то есть там прям цитаты есть, там где-то, другие, что мордва, это как же, ватики и мордва неприемлемо. То есть марийцев мы еще ладно потерпим, но удмуртов, чтобы еще удмуртов включать, а нам, что чувашам это было выгодно, а им нет. Так, дальше, то, что интернациональный, срок разглашения, говорит, надо до 1 февраля, быстрее пока тут как же
прусские партийные это не стали, это, как же, я сейчас уже читать не буду. В моей монографии это там полностью она проведена, это как же его там выступление. Поэтому надо быстрее нам повезлать этот штат, 25 января уже. Фактически мы не располагаем ни силами, ни временем для подготовки к празднованию, то есть, ну, то, что не надо там. И дальше идет, сразу обсуждается, принимается решение, принимаем это решение о вхождении Чувашии, в согласии общенационального Чувашского съезда на вхождение в этот Волжско-Уральский штат. Ну или среди Волжки там. Но они потом играли название. Его Волжско-Камским называли. И сразу шло голосование. После недолгого принятия председатель ставит на голосование, принимается, то есть резолюция это же о том, что это все принимается, что надо 25 января уже возгласить этот штат вместе с мусульманами. Принимается 42 голоса за, против 2, воздержался 4. Потом они обсуждают, почему воздержались. Есть, вот у нас тоже передергивание, но, скорее всего, Изокин просто с этим вопросом не разобрался. Он говорит, что якобы Дмитрий Петров тоже выступал за Чувашский штат. Нет. Во многих других моментах он пишет, что он был как раз сторонник Волжско-Уральского штата. А Петров, он сказал, что если сторонники Чувашского территориального штата, нашелся только один принципиальный противник, сторонник Чувашского национального штаба. Это депутат Чистопольского уезда Васильев Абрамов Еревли. Тоже интересный такой персонаж, такой же деятель. Вот он единственный, кто выступал активно за создание Чувашского территориального штата. А остальные, там спросили нас, те, кто был против, кто воздержался, они говорят, ну мы вообще там не местные, мы с Нижегородской, там нас вообще не касается, то есть они там съехали. А один только выступал. И поэтому говорить, что у нас там как же мнения раскололись, как в нашей литературе сейчас это пишут, это неправда. Там было мнение практически единым. Только один человек выступал за создание Чувашского штата. Почему он выступал? Потому что он был, повторяю, Чистопольского уезда, в отрыве, и поэтому он был трудно за этим заинтересован. Тут я могу зачитать вот это обсуждение, как все это шло. Ну, собственно говоря, областное учебное собрание, 2 слова. Об этом там же подняли вопрос о том, что надо провести свое Чувашское учебное собрание. И в этом Поволжском регионе должно быть создано областное учебное собрание.